Я Рамиля Саитова, Аксарлак, башкорт из рода Бурзян. Сегодня 26 января 2023 года. Речь пойдет об обществе башкирских женщин Огеней. Еще в 2021 году председатель РОО «Патриоты Башкортостана» подверг это общественное движение резкой критике. Оно основано в 2016 году бессменным главным редактором газеты «Киске-Өфө» Гульфией Гареевной Янбаевой. Сагит Исмагилов говорит, что Огеней – это новодел, такого слова у башкортов не было, и, видимо, оно создано по аналогии со словом и с понятием аксакалы. Акхакал – это белая борода, и оно применимо к мужчинам почтенного возраста, которые к этому времени отращивают белую бороду. Ок-инейдер, ок-иней – это, видимо, седовласая женщина, имел в виду создатель этого понятия, седовласая женщина, достигшая почтенного возраста. Итак, эти женщины называют себя обществом башкирских женщин, а я напоминаю, что башкир – это то понятие, которое внедрено Москвой. Башкир в прямом переводе башка-ир означает инородец, что к нам, конечно, совсем неприменимо. Мы называем себя, самоназвание наше, башкорт. Башкорт переводится как первород или перворожденный. В бытность президентом Башкортостана Муртазы Рахимова быть защитником национальных прав, развивать национальный язык, культуру, образование в Башкортостане было не опасно, за это в тюрьму не сажали. Все изменилось с приходом к власти Рустема Хамитова. В угоду этому недобросовестному руководителю некоторые общественники перестроились и начали сдавать наши национальные права фактически от лица башкортов, угождая тем самым вот этой неправильной власти. Среди этих псевдообщественников оказалась Гульфия Гареевна. Она создала и зарегистрировала общество башкирских женщин Огеней с очень удачной концепцией, призвав в это общество женщин в основном 40+, в основном бывших чиновниц муниципального и государственного уровня, врачей, фельдшеров, то есть медиков, и, конечно же, учителей. Это действующие, либо вышедшие на пенсию чиновницы. Гульфия Гареевна предложила им образ жизни, при котором они собираются, пьют чай, устраивают посиделки, что возмещает общеизвестный дефицит общения. Ячейки Огеней появились в каждом башкортском районе. Ужас ситуации в том, что вся эта система начала обслуживать интересы действующего главы Ради Хабирова и его семьи, которая, как мы знаем, является армянской. Его жена Карина Хабирова армянка. Отмечу также, что среди привлеченных женщин много тех, которые из года в год, являясь членами избирательных комиссий, привыкли по заданию сверху фальсифицировать результаты выборов. Приведу 3 примера плачевных результатов, на мой взгляд, их деятельности. Первый пример – это горение карьера в Сибае. Я лично неоднократно, даже много раз туда ездила с целью поднять народ на протест, на борьбу за свое здоровье. Однако город как будто кто-то взял за горло. Я думаю, что в том числе Огенейдер способствовали тому, чтобы
город не протестовал, чтобы не испортить имидж Радия Хабирова, а за его спиной армян, чтобы не испортить имидж бывшего крепостного, а ныне премьер-министра Башкортостана Назарова. Далее добыча золота в Баймакском районе. ОК и Нейвер молчали. Протестную инициативу принял на себя тот, кто не может быть агинеем по определению. Это Ильдар Юмагулов. Но в хабировской администрации лучше всех знали, что у Ильдара Юмагулова нет тыла, поскольку очень мощное движение агиней в Баймакском районе. В итоге, как говорят именно Бадранов, советник Хабирова, заказал, а крепостные из Оренбургской области исполнили зверское избиение Юмагулова. До полусмерти он чуть не остался инвалидом. Следующий, третий случай – побоище в Кармаскалах. За дело немедленно взялся адвокат Гарифулла Япаров, который организовал заявление наших ребят на сотрудников отряда специального назначения «Гром» за зверские избиения и порчу автомобилей. Япаров организовал также медосвидетельствование наших ребят. Некие защитники, я думаю, что недобросовестные, отодвинули Гарифуллу Япарова и сами взялись за дело. После чего заявления на ОСН «Гром» пропали. Неизвестна также судьба вот этих около 30 медосвидетельствований. Однако вот именно отсутствие в уголовном деле доказательств того, что подсудимые были жестоко избиты силовиками, вот это обстоятельство, я думаю, что легло увесистой гирей на чашу весов в пользу ребят и было учтено судьей при вынесении приговора. Ребят приговорили к условным срокам заключения. Но при этом я была свидетелем по своему выходу из заключения, свидетелем атаки на Гарифуллу Япарова со стороны немолодых женщин, вот совершенно несвойственной для женщин башкорт агрессивностью. Они нападали на Гарифуллу Япарова, просто заклевывали его, совершенно не понимая, в чем дело, но, видимо, имея такое задание. Поэтому я думаю, что вот в этом кармаскалинском деле огромный минус нашим ребятам нанесли также эти огинай, скорее всего, сами не понимая, что делают, но руководимые своей старшей огинай Гульфией Янбаевой и, соответственно, вот тем самым армянским Белым домом. Белый дом Республики Башкортостан, вы сами знаете, он стал фактически армянским. Как видите, производимые мною умозаключения основаны на наблюдаемых мною фактах, которые я увязываю между собой. То, что я скажу дальше, будет тоже гипотезой, которую, однако, может додумать и проверить почти каждый из вас, потому что сталкивается с деятельностью огиней ежедневно. Вместе с тем, само слово «гипотеза», оно проиндоевропейского происхождения, то есть имеет башкортские корни. Гипо – это хибел, то есть разбрасывать. Тыду – это строить. Таким образом, гипотеза – это разбросанное, то есть вероятностное построение или суждение. Как я знаю, младшая дочь Гульфии Гареевны вышла замуж за бизнесмена, которому принадлежит контора, оказывающая услуги по отсрочке призывникам от армии и даже по приобретению военного билета, как пишут в рекламе, законно.
По политической статье я отбыла наказание в колонии, и на основе этого представляю, как тяжело и как неправильно устроена российская армия. Видимо, там примерно так, как на зоне. Поэтому деятельность таких контор, я считаю, что они вполне необходимы. Но в нашем случае с Агиней так замыкается адский круг. Предположим, что старшая Агиней, Гульфия Гареевна, получает свой собственный план по мобилизации из Белого дома. Она спускает его в районные ячейки, при этом покупая преданность своих участниц. Каким образом? Им предлагается якобы по льготной стоимости освободить сыновей, мужей, зятьев от призыва и мобилизации. Зять самой старшей Агиней на этом прекрасно зарабатывает, а участницы думают, что они тем самым попали в узкий круг женщин, которым доступна такая остро необходимая для каждой семьи услуга. Но я думаю, что действует также и параллельный вариант. Например, в районной ячейке доводят вот этот план по мобилизации уже до сел и, например, говорят, что от вашего села нужно набрать 10 мобилизованных по выбору Агиней. И вот достойнейшие женщины, седовласые, может быть и нет, но обеспокоенные судьбой своих близких мужчин, в одночасье становятся пропагандистами СВО и мобилизации. В эту же пропаганду включаются их сыновья, мужья и зятья по той же причине. Ведь им нужно выдавить из села те самых 10 мобилизованных, чтобы самим не попасть в эту мясорубку. Таким образом, белые женщины Агиней превратились в черного спрута, который помог выдавить из Башкортостана на бойню не менее 30 тысяч мобилизованных. При этом путинский план по мобилизации в Башкортостане перевыполнен более чем в 4 раза. Мобилизованных никто не волок в автобусы насильно. Они сами пошли на эту войну. Ведь доверились оголтелой агитации женщин, которых знают с детства, которым доверяют. Это их учителя, их фельдшеры, убеленные и, на их взгляд, умудренные жизнью женщины. Эти женщины под песни и пляски сажали мобилизованных в автобусы. Но, егеттер, заметили ли вы, что их собственные сыновья, мужья, зятья остались дома? Итак, армянская диаспора и потомки крепостных через Агиней-Вер ловко избавились от 30 тысяч башкортов, отправив их в мясорубку. Башкортские села опустели. А как торжествует свое вероломство армянская диаспора? В полнолуние 4 февраля не прошло и 40 дней с прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. В этот день они планируют провести в ГКЗ Башкортостан концерт с названием «Путь к себе». Я думаю, что это оккультный шабаш, который проводится с целью, чтобы ушедшие по мобилизации не вернулись, чтобы отправить туда же на войну новые партии башкортов, и чтобы затем построить на нашей земле небесной, как они говорят, небесную Армению.
Тут необходимо добавить, что Агинайдар контролирует все башкортские паблики и чаты, агитируя за войну. Они же создали или приняли самое активное участие в создании движений по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. При этом протестную активность настоящих солдатских матерей они фактически парализовали, заставив их вязать шерстяные носки. Агинайдар убеждают всех, что с зоны СВО выхода нет, что всякий, кто попытается это сделать, будет признан дезертиром, что в отношении таких будут возбуждены уголовные дела, эти мобилизованные отказники будут направлены в тюрьмы, а оттуда в ЧВК «Вагнер», а из ЧВК «Вагнер», как вы знаете, выход действительно затруднен и, может быть, даже невозможен. Какие выгоды имеет старшая Агинай Гульфия Гареевна Янбаева от развернутой, оголтелой милитаристской пропаганды? Я думаю, что процветает бизнес ее зятя под девизом «Военный билет бесплатно». Сама она в свои 69 лет в нарушении 65-летнего возрастного ценза до сих пор бессменно занимает пост главного редактора газеты «Киске УФ». Либо Гульфия Гареевна просто родилась с программой ненависти к башкортскому народу. Нельзя обойти вниманием случай с Фанисом Хусаиновым. Агинайдар приняли деятельное участие в пропагандистской раскрутке этого парня. Когда я разместила на своей стене ВКонтакте фотографию с открытым гробом Фаниса, погибшего на СВО, Агинайдар набросились на меня, как целая армия ботов. Видимо, вот этой своей публикацией я свела на нет их многомесячную агитационную деятельность по пропаганде подвигов на этой ужасной войне. Есть еще одна страшная сторона милитаристского психоза. Агинайдар отправляют башкортов убивать украинцев на их родной земле, чьих-то сыновей и мужей, защищающих родину. Как ни удивительно, данная ситуация описана в народном эпосе. Урал-Батыр освободил из дворца тайн змея Кахкахи многие народы. Народный эпос повествует о путешествии главных персонажей не только в пространстве, но и во времени. Время движется вперед-назад, иногда даже циклично. Вот это освобождение Урал-Батыром народов из плена Кахкахи описано также в Библии как освобождение из вавилонского пленения. Конечно, Библия переиграла реальные обстоятельства в пользу евреев. Но что мы имеем? В английском языке Вавилон звучит более правильно, он звучит Бабилон. Что такое Бабилон в переводе с праиндоевропейского башкортского языка? Бабилон – это баба или, то есть земля предков, или отчизна, или родина. Сейчас мы, башкорты, а вместе с нами и другие народы, на собственной земле мы находимся во дворце тайн Кахкахи, это дворец иллюзий и обмана. Но Урал-Батыр уже на пути, он освободит башкортов. Я думаю, что Урал-Батыр – это на самом деле коллективное лицо, в данном случае это мы все башкорты. Вот, и пелена спадет с наших глаз. Наши, на самом деле, многоуважаемые и мною, и всем обществом, убеленные сединами, мудрые женщины башкорт,
сейчас находятся под действием иллюзий и обмана. И вот эта пелена однажды спадет с их глаз. Недаром Сагит Исмагилов, я говорила, что в 21 году он критиковал это общество башкирских женщин Огинай. Он вместе с тем указал, что при защите Куштау, несмотря на все усилия Белого дома, Огинайдар встали на сторону народа. Я думаю, я надеюсь, что не только мобилизованные, не только те наши мужчины, которых собираются мобилизовать по второй волне, но и сами наши женщины, которых кто-то, а я уже рассказала, кто, по моему мнению, бессовестно эксплуатирует в корыстных целях, я надеюсь, что они и сейчас проснутся, ведь для того, чтобы собственных сыновей, мужей, зятьев и братьев освободить от ужаса войны, от страха перед призывом и мобилизацией, нам нужно просто всему народу отказаться от войны, от мобилизации и даже от призыва, хотя вроде бы это законно, но призывников ведь тоже отправляют в эту мясорубку. Итак, нам, башкортам, включая наших убеленных сединами женщин, включая наших аксакалов, наших егытов, мы все отказываемся от войны и от мобилизации.